About Sam and Annie, what rules do you remember? Мы в 21 веке, у нас есть такое прекрасное изобретение, как интернет. Мы можем все с помощью него делать. И вот коронавирус, карантин нам показал. Пришло время менять обучение. Мы не можем больше сидеть просто в замкнутых помещениях, тет-а-тет с учеником. Мы можем вот в Москве посадить учителя, а в Китае он будет учить какого-нибудь студента русскому языку. Вот мы этому пытаемся научить наших конкурсантов. В наше время это очень актуально. Ну, все представляют, какая сейчас ситуация в мире, как раз пандемия коронавируса. Приходится адаптироваться к изменяющимся ситуациям в стране и в мире, и приходится переходить на дистанционное обучение. Я считаю, что это необходимо для сегодняшнего преподавателя и вообще для всех сфер нашей жизни, нашего общества, переходить в онлайн-сферу. Очень насыщенная программа, объемные модули и задания не самые легкие, поэтому нужно проводить мозговой штурм каждый день. Нужно сказать, что после того, как мы просмотрели и проверили задания первого дня, методическая подготовка наших студентов, которую мы ведем, достаточно сильная, то есть они очень хорошо умеют планировать урок, распределять время урока и в целом могут пользоваться средствами дистанционного обучения. Но есть, конечно, небольшие помехи, которые мы видим. Это есть у всех студентов, к сожалению, по критериям оценивания, пока у нас не было студентов, где мы по всем пунктам проставили бы плюсы, но это говорит о том, что есть над чем работать. Это новый формат, достаточно интересный, он очень современный и соответствует как бы духу времени, в котором мы сейчас живем. И я думаю, что что-то обязательное для всех студентов именно в плане преподавания английского языка в дистанционном формате мы должны предусмотреть в программе нашего общего курса методики преподавания иностранным языкам. Чемпионом третьей степени награждается Екатерина Огуртряшева, студентка Дальневосточного федерального университета Приморский край. Чемпионом второй степени награждается Милена Приковская, студентка Московского городского педагогического университета город Москва. Чемпионом первой степени награждается Василиса Шутова, студентка Московского педагогического института имени Макария Сергеева, Республика Мордовия. Спасибо за такую возможность поучаствовать в вашем открытом чемпионате. Мы очень рады. Всех поздравляю. Всем новых успехов, новых побед. Спасибо.